Их работа – это снятие показаний, следственные эксперименты и раскрытие уголовных дел. 2018 год выдался для первого отдела по расследованию особо важных дел Следственного комитета Ингушетии не самым легким. К ним поступило более полусотни сообщений о преступлении различной направленности. За период с прошлого года отделом уже завершено и направлено в суд более 10 уголовных дел. Нами рассмотрено более 50 сообщений о преступлениях, по которым приняты законные и обоснованные решения. Более 30 обращений и жалоб нами также рассмотрено. Жалобы и обращения касаются практически всех отношений, по которым у граждан республики, у граждан Российской Федерации, в частности проживающих на территории Республики Ингушетия, считают, что у них нарушены права. Также окончено нами расследованием и направлено в суд более 12 уголовных дел. Если отмечая те уголовные дела, которые мы расследовали и направили в суд, как я сказал, эти все преступления были многоэпизодные. Именно там имеются такие случаи, когда участники одного уголовного дела было 14 человек. Это организованная преступная группа, состоящая из директоров общественной организации, занимающейся коммерческой деятельностью, а также должностных лиц органов государственной власти Республики Ингушетия. Заур Даурбеков работает в Следственном комитете со дня его основания. На его счету раскрытие десятков громких уголовных дел. Коррупция, экономические и налоговые преступления. По всем ним всегда проводится тщательное расследование. Хотелось, освещая деятельность нашего отдела, рассказать об уголовном деле, расследование по которому было окончено в 2018 году. Это дело в отношении сотрудников МВД по Республике Ингушетия, их было 7 человек. И уголовное дело в отношении одного сотрудника другого правоохранительного органа. Данное дело представляло особую сложность, оно расследовалось следователем первого отдела. Было связано с многочисленными эпизодами, с многочисленными пострадавшими, преступления были совершены в протяжении 2010 по 2016 год, то есть на протяжении 6 лет. И в связи с этим по доказательствам у нас была огромная проблема, то есть приходилось выискивать все и расследовать тщательно, полно, объективно, то есть чтобы преступление было доказано. По данному уголовному делу нами был проведен огромный объем работы, допрошено более 350 свидетелей. На территории 15 субъектов мы проводили следственные и процессуальные действия различные. Это было связано с тем, что свидетели, допустим, находившиеся здесь в 2012, 2013, 2014 годах, которые могли дать информацию нам по уголовному делу, они находились на территории других субъектов Российской Федерации, в связи с чем приходилось выезжать или же направлять поручения. Было проведено более 60 осмотров опознания очных ставок, признано потерпевшим 9 пострадавших. В своей работе сотрудники первого отдела по расследованию особо важных дел тесно взаимодействуют с представителями экспертной службы. В это укомплектованное здание криминалисты переехали только в прошлом году. Здесь открыты новые для нашей республики направления – компьютерной, фоноскопической и лингвистической экспертизы. В распоряжении центра только высококвалифицированные эксперты. Он привлекает и консультирует молодые кадры из Ингушетии. Все командировочные когда-нибудь уедут, оставить центр без, так сказать, своего функционала мы не можем. Поэтому сейчас я упор делаю тут только на местных ребят. К сожалению, иногда тяжело найти специалистов, потому что сейчас все юристы, экономисты. Нам нужен специалитет. Как отмечает Заур Даурбеков, закон для всех один. И совсем не важно, какую должность ты занимаешь или же в каких структурах работаешь. За преступления должны отвечать все по букве закона. Мы расследуем уголовные дела о преступлениях, совершенных сотрудниками и МВД, прокуратуры, и Следственного комитета, и другими правоохранительными органами Российской Федерации, в связи с чем перед следователями стоит задача
расследовать преступления объективно, полно, несмотря ни на какие статусы и так далее, и другие признаки, которые бы отличали того или иного лица. То есть все равны перед законом, и закон для всех един. На сегодняшний день Следственный комитет страны не входит в структуры ни одного из органов госвласти. Он осуществляет полномочия в сфере уголовного судопроизводства. Рабочий день в комитете не нормированный. Каждый сотрудник должен быть готов к выезду на место происшествия в любое время суток. На вооружении у следователей сегодня есть все необходимое. И современные лаборатории, которые проведут практически любую экспертизу, и компьютерные базы данных, и соответствующие полномочия. Но, как и много лет назад, успех расследования во многом зависит прежде всего от человека, который его возглавляет, то есть от следователя. Светлана Томова, Джамалил Тамасханов. Новости 24.